Время никогда не изгладит из памяти народа эту войну, самую тяжелую и жестокую из всех войн истории нашей Родины. У второй братской могилы, где проходит торжественное перезахоронение советских солдат, сейчас ничто не напоминает о кровопролитных боях за Терский хребет. Здесь тихо и порой только ветер шумит. От нескончаемых когда-то выстрелов остались только традиционные залпы военных почестей. Четырех бойцов нашли во время полевых работ поисковых отрядов СКФО в конце апреля. Удалось определить личность только одного из них. Это уроженец Башкирии, разведчик-стрелок Халий Юлазович Икбаев. По архивным данным, он пропал без вести 5 октября 1942 года близ Малгобека. Имя неизвестного солдата открылось благодаря простой личной вещи. В кармане одного из бойца, скорее всего в кармане, поскольку на осадках он лежал, был обнаружен опасное лезвие. То есть бритвы, которым брились у солдат, не только там оружие было во время, они были котелки, ложки, опасные бритвы, предметы обихода и гигиены. И вот на этом опасном лезвии было написана фамилия этого бойца. В настоящее время все сведения о бойце переданы в региональное отделение поискового движения России в Республике Башкортостан. Ведутся поиски его близких родственников. Учитывая, что Халий Икбаев был мусульманином, его похоронили с соблюдением всех мусульманских религиозных обрядов, отдельно от 3 безызвестных солдат. Поисковики аккуратно придают земле 3 гроба с останками героев войны под звуки оркестра. В поисках участвовали и молодые поисковики отряда «Алханчурская долина». Студенческому поисковому движению уже 2 года. Ребята постигают азы своей деятельности не на теории, а на практике. Я считаю, это долгом каждого гражданина, каждого молодого человека, каждого студента у нас в колледже это обязательно. В прошлом году ингушскому поисковому движению удалось найти и перезахоронить 12 человек. Работа будет продолжаться, ведь, как говорил полководец Александр Суворов, война закончена лишь тогда, когда похоронен последний солдат. Для этих 4 бойцов война закончилась сегодня, спустя ровно 76 лет после ее начала. Залина Магушкова, Адам Далаков, Новости 24.